به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستانم، میدانم درد فراق سخت است. دور از وطن، دور از بستگان بسیار سخت است. یکی از فراق زن و فرزندان، یکی از فراق پدر و مادر و یار و دوستان رنج میکشد. میدانم هرگاه که درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید، مخصوص وضوع بگیر و در خلوت با پروردگار خیش راز و نیاز کن. او که صدای تو را میشنود، او که حاضر و ناظر بر همه اعمال بندگانش هست و از پدر و مادر نسبت تو مهربان تر است. چه بسا نفرانی بودند که دور از وطن چه امید و آرزوهای زیادی داشتند، اما جسدهای بی جانشان به نزد یار و دوستانشان آورده شد. چه بسا نفرانی زیادی بی گناه زندانی شدند و چه بسا نفرانی زیادی صحت و سلامت رفتند، اما بیمار به نزد پدر و مادرشان آورده شد. دوستانم، پناه از این همه ناخوشی ها به سوی خداوندی خیش کنیم. وای بر روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری دارند. چه بسا نفرانی اند که از یاد خدا غافل شدند، خداوند را فراموش کردند، دست به شراب و دزدی و زنا زدند و با اعمال زشت و ناپسند خیش شیطان را از خودشان خوشحال کردند. پناه از آن روزی که بازیچه دست شیطان شد. از جمله کسانی نباشیم که خدا را فراموش کرده باشیم، کسانی که خدا را فراموش کردند و خداوند نیز آنان را به فراموشی خواهد گرفت. خدایا، پناه از آن روزی که تو را فراموش کنیم و تو هم ما را به فراموشی بگیری. پروردگارا، ما را هیچگاه و هیچ وقت تنها نگذار و نفسهای ما را به دست خود ما وام مگذار که از خطاکاران خواهیم شد. دوستانم، خداوند دعای غریب را میپذیرد. در حق دوستانی که بی گناه زندانی شدند دعای خیر را فراموش نکنید و در حق برادرانی که بیمار هستند و در حق ما نیز دعای خیر کنید. مواظب خودتان باشید، امانتهایتان را خیانت نکنید، پدر و مادر را نگران نکنید، صحت و سلامت برگردید. شما را به خدای خیش می سپارم. خداوند همه ما و شما را در پناهش بگیرد. Аллах Азза ва Джаль создал нас на этой земле и поместил нас в обитель страданий, несчастий, испытаний и проверки. К милости Аллаха, щедрости Аллаха, великодушию Аллаха и благосклонности Аллаха относится то, что Он сделал испытания неотъемлемой частью нашей жизни. Испытания неотлучно следуют за сынами Адама, и это относится к милости Господа миров, так как человек крайне сильно нуждается в том, чтобы привязала его к Аллаху. И самая прочная связь возникает именно во время этих испытаний, мучений и бед. Каждый раз, когда Аллах испытывает тебя, ты возвращаешься к Нему. Это испытание для тебя словно напоминание и предупреждение, которое привлекает твое сердце к твоему Господу. Любимые мои братья, это испытание не наказание, а щедрость и милость Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: верующего постигают испытания в зависимости от его веры. Раба испытывают в зависимости от размера его веры. Аллах Азза ва Джаль начал с испытаний пророков, и они были лучше и выше других людей. Также испытаниям подвергаются аулия, затем праведники, затем те, кто лучше и лучше, как нам об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. О мусульмане! Эта земля – обитель недостатков и мучений. Ни для кого она не остается всегда безоблачной. Всегда в любой момент тебя испытывают. Клянусь Аллахом, даже если тебя испытывают твоей одеждой. Ты надеваешь новую одежду, затем она внезапно становится грязной. И в этом будет твое испытание. Разве не сказал наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Поразмыслите над его словами. Он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Дунья – это тюрьма для верующего.
Может ли кто-то быть спокоен в своей тюрьме? Постоянные переживания, которые не прекращаются. Это дунья для меня, для тебя, брат, и для тебя, сестра, это тюрьма. Не думай, что ты будешь всегда радоваться в ней. Наоборот, если ты только радуешься, это будет странно. Почему к нам приходит только радость, а не испытания и бедствия? Некоторые саляфы спрашивали у своих товарищей: «У вас есть какое-то испытание?» Если те отвечали «нет», они говорили им: «Тогда проверьте себя. Почему вас не испытывают? Ведь эта обитель и ее природа изначально была смешана с постоянными испытаниями». Разве не сказал поэт? طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. Это невозможно. Постоянная стабильность невозможна и постоянное счастье. Я имею в виду радость, а не ощущение счастья в сердце. Постоянная радость и счастье в теле, супруге, богатстве невозможно, чтобы оно продолжалось вечно. Наоборот, нам нужно ждать беды. Когда же к нам приходят испытания, мы должны радоваться этому испытанию Аллаха Азза ва Джаль. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не желайте встречи с врагом, но если вы встретили его, проявляйте стойкость. Не желайте себе испытаний, но если они уже пришли к тебе, прояви стойкость, радуйся им. Выбор Аллаха пал на тебя, и Аллах выбрал для тебя лишь благо. Тебя испытывают в твоей жене, тебя испытывают в твоих детях, тебя испытывают в тебе самом. Твои испытания касаются твоего имущества, любимых тебе людей. Тебя испытывают даже в твоем здоровье. Сначала ты был здоров, потом пришла болезнь, после силы началась слабость, после юности – седина и старость. С женой сначала была любовь, а теперь она питает к тебе отвращение. Это испытание. Ребенок сначала подчинялся тебе, но теперь же он вдруг тебя ослушивается. Это испытание и беда. У тебя в руках было богатство, а сейчас ты оказался в долгах. Это испытание. И все это относится к милости Аллаха Азза ва Джаль. Возможно, Аллах, субханаху ва та'аля, испытывает тебя в твоих товарищах и друзьях. Между вами была любовь и симпатия, и ты даже считал, что если тебя уколет колючка, все они соберутся вокруг тебя. Но внезапно все они отдаляются от тебя. Это испытание и беда. Поэтому говорят: и задумайтесь об этих словах, в которых хранится особый смысл и тайны, указывающий на то, что это дунья, испытание и экзамен, даже если это касается твоего друга или коллеги, ради которого ты жертвовал всю жизнь. Поэт сказал: عجبا لدار الهم والأحزان عجبا لدار الغم والأشجان عجبا لها تبكي وتضحك إنها دار لها في كل يوم شان ألقى الأحبة في الرخاء كأنهم هم عدتي وهم لي العضدان فإذا الحوادث كشرت عنا بها عزف الصديق وشلت العضدان رباه يا من بالسريرة عالما يا عالما لي خلوتي ومكاني أشكو إليك من الحوادث كلها أشكو إليك مذلتي وهواني لا تجعلن إلى ابن آدم حاجتي لا تجعلن يد الأنام عناني. Аминь, я Аллах. И тот, кто прошел сквозь испытания, отличается от того, кто его даже не пробовал. И тот, кто жил так, отличается от того, кто не жил в этих испытаниях. Как же они горьки для сердца, но как сладки они для верующих людей. Так возрадуйтесь, ведь Аллах, субханаху ва та'аля, сказал:
Этот глагол стоит в утвердительном наклонении. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Неважно, согласны вы с этим или нет. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ И королей, и бедняков, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ и пророков, и их последователей. Всех. Эти испытания необходимы. Мы не думаем, что на земле есть кто-то, кто не был ничем испытан. Клянусь Аллахом, даже короли имеют свои испытания, а также правители и богачи. Клянусь Аллахом, нет такого человека, который бы ходил по земле и кого бы не коснулось испытание. И не просто коснулось и все. Оно приходит вновь и вновь и вновь. Таково установление Аллаха. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Аллах Субханаху ва Тааля пообещал, и его обещание истина и реальность. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Посмотрите на эту милость. Даже если тебя постигло что-то, что ты считаешь крайне большим, Аллах говорит, чем-то незначительным. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. И если испытание уже наступило, وبشر الصابرين. о Аллах, сделай нас из их числа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, удивительно положение верующего. Все, что бы с ним ни происходило, все к добру. Когда его постигает радость, он благодарит Аллаха, и в этом будет благо для него. Он говорит, вся эта милость от Аллаха, а не от меня. Когда его постигает радость, он благодарит Аллаха, и в этом будет благо для него. Когда же его постигает несчастье, он проявляет терпение, и в этом также будет благо для него. Брат мой, тот, кого постигло испытание, сестра моя, которую постигло испытание, возрадуйтесь и успокойтесь. Ведь клянусь Аллахом, это испытание постигло тебя только из-за того, что Аллах любит тебя и избрал именно тебя. Аллах испытывал своих пророков. Подумайте только, какие испытания постигали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Клянусь Аллахом, тот, кто будет читать сиру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обнаружит удивительнейшие вещи. Его испытания начались с самого его рождения. Не было такого дня в жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда бы его не постигали испытания. А кто он? Тот, кого любит Аллах. Он валиюллах, возлюбленный Аллаха, избранник Аллаха, самый любимый человек, любимое творение Аллаха субханаху ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился у своей матери и никогда не видел своего отца. Его отец умер, и он вышел в этот свет, уже будучи сиротой, саллаллаху алейхи вассалям. Когда же он оказался в этой дунье, его мать взяла и отправила его вместе с Халимой ас-Саадией, чтобы он жил вместе с ней в течение 5 лет, и в течение всего этого времени он видел только Халиму ас-Саадию. Все эти годы он не видел свою мать. И только по прошествии 5 лет, и это было другое испытание, он пришел к своей матери, бросился в ее объятия, радуясь и веселясь. И она взяла его с собой в путешествие, которое было очень тяжелым и сложным. Она поехала с ним из Мекки в Медину. Зачем? Чтобы показать ему новые испытания и сказать ему, это могила твоего отца, это могила Абдуллы, твоего отца, посмотри на нее. Тогда он узнал, где могила его отца, и ему тогда было 6 лет. И по дороге обратно, когда они возвращались в Мекку, он видит, как его мать перед ним покидает эту дунью и умирает. Он начинает свою жизнь без матери и отца, саллаллаху алейхи вассалям. Он возвращается в Мекку без родителей, со своей бедой. И вы знаете, какое положение было у арабов тогда? Как жестокие арабы смотрели на этого сироту. Он обязательно должен был познать самую горькую жизнь, вкусить все несчастье этой жизни. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не мог найти времени даже для того, чтобы чему-то научиться. Среди его сверстников были те, кто научился читать и писать. Абу Бакр научился читать и писать. Умар научился читать и писать. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, остался неграмотным. Из-за его крайней бедности и нужды, саллаллаху алейхи вассалям, у него не было времени даже на то, чтобы научиться грамоте. Да благословит его Аллах и приветствует. Он прибыл в Мекку, и вдруг его дед распахивает перед ним крылья своей милости, принимает его, отдаляет своих сыновей и приближает к себе своего внука, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но не прошло и 2 лет, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, радовался такому хорошему, доброму деду, как этот самый дед, умер. После этого его опекуном становится самый бедный из всех его дядей. Выбор пал на самого бедного дядю, чтобы Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь по дороге испытаний. Это был его дядя Абу Талиб. Абу Талиб берет его к себе, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, словно говорит ему,
Я пришел и хочу, чтобы ты мне помог, а тебе самому нужна помощь. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, этот сирота, который пришел к своему опекуну, Абу Талибу, выходит на работу. Он пасет овец, и в то время ему было 8 лет, саллаллаху алейхи вассалям, пасет овец. Вокруг него постоянная опасность, исходящая от змей, скорпионов, и он живет в горах. Таким было положение этого подвергшегося испытаниям любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда же ему исполнилось 12 лет, он попросил своего дядю, чтобы тот разрешил ему начать работать в торговле. Но его дядя испугался за него и вернул до тех пор, пока ему не исполнилось 24 года. И все время он работал пастухом. Да благословит его Аллах и приветствует. После 24 лет начинается другое испытание. Он начинает работать как слуга на женщину по имени Хадиджа, на которой он впоследствии женится, и она становится одной из матерей правоверных. Итак, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жил в испытаниях. Он женился на этой женщине, она родила ему детей, и затем эти дети умирали один за другим у него на глазах, саллаллаху алейхи вассалям. Из всех его детей осталась только Фатима, которая умерла через 6 месяцев после его смерти. Проходит время, умирает Хадиджа, и он печалится. Умирает Абу Талиб, он печалится. И год, когда они умерли, был назван годом скорби и печали из-за тех несчастий, которые постигли пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этот год. Он начинает вести свой призыв, и его побивают, разводятся с его дочерями. Его, саллаллаху алейхи вассалям, ругают и поносят, угрожают убить его. Одно испытание за другим. Жизнь в призыве в течение 23 лет. Все эти годы прошли в испытаниях и несчастьях. Он был испытан в себе, испытан в самых близких для себя людях. Испытания постигали его любимых людей и его товарищей. А его жене сказали, что она прелюбодейка. Было убито 70 исламских ученых из числа сахабов за один раз. Затем было убито 70 его ближайших сподвижников в газавате Ухуд. Все это испытания одно за другим. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, терпел и проявлял стойкость. В какой бы бой он ни вступал, ему наносились раны. Поэтому еще до Халид ибн аль-Валида он имел право сказать: «Я умру, и на моем теле нет такого места, в которое меня бы не ранили». Это был или удар мечом, или копьем, или стрелой, саллаллаху алейхи вассалям. Так и жил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пока не покинул эту дунью. Клянусь Аллахом, если бы не любовь Аллаха к Мухаммаду ибн Абдулле, саллаллаху алейхи вассалям, вся его жизнь не была бы испытанием. Так возрадуйся, о тот, кого постигло испытание. Возрадуйся и вспомни слова Аллаха, субханаху ва тааля. Почувствуй их, и пусть они всегда будут в твоем сердце. Братья мои, не думайте, что я сейчас говорю только о том, кто заболел какой-то смертельной болезнью. Нет, нет. Я говорю о каждом, кто оказывается в тяжелом положении. Проблемы с его детьми, с его женой. Возрадуйся и надейся. Клянусь Аллахом, в этом испытании, которое постигло тебя, есть благо для тебя. Послушай своим сердцем слова Аллаха Азза ва Джаль. Аллаху Акбар. Их награда воздается без счета. Ибн Аббас говорит: если бы какой-нибудь царь сказал: «Я дам тебе денег без счета», сколько, как ты думаешь, это будет? В наше время, если какой-нибудь бизнесмен скажет: «Я дам тебе денег без счета», сколько, по-твоему, это будет? Миллиард? Так что будет, если тот, кто это сказал, это Аллах? Он сказал: «Я дам тебе бесчетную награду». Сколько хасанатов? Триллионы хасанатов. Бесчетное количество. Это значит, что если мы приведем людей от Адама и до последнего человека, а также всех джиннов, и они будут считать эти хасанаты, они не смогут этого сделать. Почему? Аллах не спаслал тебе испытания, а ты проявил терпение. Ты терпел и был прощен. Задумайся о словах Аллаха, Азза ва Джаль. Воистину терпеливым их награда воздастся полностью без счета. Так радуйся этому божественному обещанию. Вспомни о том, что Аллах, субханаху ва тааля, обещал тебе. Ибн Мас'уд говорил, и вслушайтесь в тафсир Ибн Мас'уда, который он сделал для этого аята. Он говорит: как течет река? Посмотри на реку. Останавливается ли она? Она течет не переставая. Он сказал: и также награда испытанного несчастьем, если он проявляет терпение, будет подобна текущей реке. Он спит и получает награду, смеется и получает награду, занят чем-то мирским и получает награду. Я извиняюсь, когда он справляет нужду, он получает награду. Он моется и получает награду, зашивает свою рану и получает награду, страдает от своей беды и получает награду. Награда такого испытанного человека, если он терпит, подобно полноводной реке. Она не кончается. Так сахабы истолковали значение этого аята. Братья мои,
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал нам удивительное указание. Он, да благословит его Аллах и приветствует, говорит о положении в судный день. О больной, о тот, кого постигло несчастье. Возможно, ты печалишься. Возможно, в твоем сердце есть какое-то расстройство, но подумай, в каком положении ты окажешься, когда предстанешь перед Аллахом Азза ва Джаль. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: приведут шахида и установят для него весы расчета. Приведут правдивейшего и установят ему весы расчета. Потом приведут того, кто был чем-то испытан, но ему не установят весы. Аллаху Акбар. Приведут того испытанного, и ему не установят весы расчета. Он уже получил воздаяние в дуньи. Его постигли такие беды, из-за которых Аллах Субханаху ва Тааля простил его грехи, прегрешения и ошибки. И он вышел из дуньи, будучи очищенным, чтобы встретиться с Аллахом Азза ва Джаль, который будет доволен им. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: в судный день, в этот сложный, тяжкий день, в который каждый из нас надеется найти выход, в судный день люди, пребывавшие в дуньи в здравии и благополучии, будут желать, чтобы их до этого разрезали ножницами. Те, кого в дуньи не постигали сложные испытания, и он боялся этих испытаний и бед, у него начался кашель, и он уже страдает. В судный день он будет мечтать, если бы в дуньи его тело заживо резали по кусочкам. Почему? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: в судный день люди, которые жили в благополучии, пожелают, чтобы их тела в этом мире резали бы ножницами, когда они увидят, какое положение перед Аллахом заняли те, кто страдал в дуньи. Это высокое положение, высокая степень, и они будут желать его и скажут: о, если бы нас постигло испытание, и мы бы проявляли терпение, чтобы получить то же, что и этот страдающий. Любимые братья, когда приходит беда, знай, что первое, что желает Аллах, когда испытывает тебя, это напоминание тебе о величии Аллаха. Поэтому в некоторых хадисах приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Аллах испытывает раба, и он испытывает его только для того, чтобы услышать его голос. Аллах любит тебя, о тот, кого постигло несчастье. Он хочет, чтобы ты сказал: Господи, исцели меня. Господи, дай мне здоровье. О Господь мой, не оставляй меня. О Господь, я нуждаюсь в Тебе. Аллах хочет услышать твой голос, поэтому Он и испытывал тебя. Воистину Аллах испытывает раба только для того, чтобы услышать его голос. Когда же раб скажет: о Господь, Аллах ответит: да, раб мой, я перед тобой и счастлив исполнить твою просьбу. Да, раб мой, я перед тобой. Знаете ли вы, что первое, что хочет Аллах Субханаху ва Тааля в твоем испытании? Когда у тебя проблемы со здоровьем, с деньгами, проблемы с детьми, женой и любимыми для тебя людьми, знай, что самое первое из того, что Он хочет от тебя, чтобы ты отвлекся на своего Господа и поднял руки, взывая к Аллаху. Что касается того далекого от Аллаха человека, Аллах просто не хочет его. Поэтому он живет счастливой, полноценной жизнью. Он и здоров, живет в благоденствии, он богат. Аллах его никогда не испытывает, потому что Аллах, Субханаху ва Тааля, ненавидит его голос и не хочет, чтобы он говорил: «О Господь». Возможно, шайтан приходит к нам, и нам хочется стать как те люди и сказать: «Господи, сделай нас как они, не испытывай нас». Клянусь Аллахом, то испытание, которое было ниспослано тебе, лучше для тебя, чем то, чтобы ты стал как они. Воистину Аллах Субханаху ва Тааля выбрал тебя и испытал. Он проверяет тебя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: воистину, если Аллах полюбит каких-то людей, Он испытывает их. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: если Аллах полюбит какого-то раба, Он испытывает его, то есть насылает на него какую-то беду, которая касается его самого, его семьи и так далее. Радуйся и знай, что Аллах хочет, чтобы ты вернулся к Нему. Подними свои руки в мольбе, делай много дуа, увеличь количество своих благих дел, чаще проси прощения у Аллаха. Не будь из тех, кто не усвоил урок. Если не сходит несчастье, то это из-за того, что ты стал беспечен. Так опомнись и вернись к Аллаху. Возможно, твоя беспечность была не такой, как беспечность грешников. Нет, но Аллах любит тебя больше, чем других. Поэтому Он захотел прибавить твою награду. Поэтому, когда нас испытывают, ты видишь, что мы начинаем посвящать себя Аллаху, Субханаху ва Тааля. И это правильно. Мы посвящаем себя Аллаху.
Мне нравится, когда я прихожу в больницу. Я вижу, что в каждой больничной палате лежит мусхаф Корана, четкий, книга с азкарами, молитвенный коврик. Посвяти себя Аллаху. Но я печалюсь, когда иду в больницу и вижу какого-то больного, который вне себя от досады жалуется людям, рассказывает им о своих проблемах и печалях, и мусхаф рядом с ним заброшен. Нет, пойми правильно этот урок. От тебя требуется, чтобы ты взял сейчас этот мусхаф. Аллах хочет тебя, но не хочет кого-то другого. Так приди к Аллаху субханаху ва тааля. Далее, если несчастье уже случилось, тебе нужно проявить терпение. Терпи. Аллах Азза ва Джаль сказал: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. это глаголы с усилительным оттенком. Ты словно нуждаешься в терпении, с жертвенностью, с противоборством, со своей душой, борясь со своими страстями и желаниями. Ты проявишь стойкость в религии Аллаха субханаху ва тааля, и Аллах дал нам обещание за это терпение. Аллах субханаху ва тааля сказал: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Они были испытаны в этой дунье, они устали. Когда же их ввели в рай, Аллах пожелал убрать из них даже самые незначительные формы усталости. Даже холод и жару. Даже просто холода и жары нет. Почему? Потому что они проявляли терпение. И за это терпение получили эти ложа, на которых они лежат, прислонившись в раю. О Аллах, сделай нас из их числа. И его лучшее, чем терпение, это довольство, чтобы ты был доволен. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если раб скажет: доволен я Аллахом как Господом, исламом как религией, а Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, как пророком, Аллах дарует ему довольство. Я доволен Аллахом как Господом, то есть я доволен всеми действиями Аллаха. Это таухид ар-рубубия, то есть я доволен тем, что Аллах сделал со мной. Он сделал так, чтобы я заболел. У меня уменьшилось богатство. Он сделал меня бедным. Вот так я доволен всем. Каждый день говори: я доволен Аллахом как Господом, который все это делает. Доволен я Аллахом как Господом, исламом как религией, а Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как пророком. И если ты произнесешь эти слова, Аллах дарует тебе довольство. И кто будет доволен, тому довольство. О Аллах, сделай нас из числа довольных. Это значит, что от нас требуется проявлять терпение. Если же мы хотим получить большей награды, мы должны стать довольными и удовлетворенными. От тебя не требуется быть довольным. От тебя не требуется довольство. От тебя не требуется, чтобы ты говорил: я доволен тем, что мне предписал Аллах субханаху ва тааля, этими болезнями и усталостью. Эти слова для людей с высокой степенью веры. Я не говорю, что мы не должны быть довольны Аллахом. Мы должны быть им довольны. Я имею в виду, что человек может сказать: я недоволен тем, что меня постигло. Но если он скажет: я доволен тем, что меня постигло, и то, что избрал для меня Аллах, это лучше для меня. Это будет степень аулия. А просто терпение – это то, что требуется от всех нас, от взрослых и детей, от людей с сильной верой и с верой слабой. От всех требуется терпение. Так проявляйте терпение. Поднимите уровень вашей веры до довольства. Словно внутри своего несчастья ты видишь, что в нем таится одна из тайн Аллаха, которую Он выделил для меня, которую не видно невооруженным глазом и которая не поддается логике. Но моя вера указывает мне на это, и Аллах пожелал мне блага. К терпению относится то, что мы не должны жаловаться людям. Нет ничего плохого в том, что мы им просто рассказываем о своей беде. Если у меня несчастье, и я расскажу о нем людям, в этом не будет ничего плохого. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: я испытываю боль так, как испытывают боль двое из вас. Это было сообщение и извещение, но не жалоба. Я не буду жаловаться людям. Это относится к терпению. Также из терпения то, что я не избегаю приказов Аллаха. Напротив, я крепко придерживаюсь их, потому что иногда человека постигает испытание. Он не может терпеть, и ты видишь, как он опаздывает на намаз или не делает другие виды поклонения. Он перестает делать некоторые вещи. И все это потому, что Аллах субханаху ва тааля испытал его смертью его отца или матери, или одного из любимых ему людей. Его постигает такая печаль, и он начинает говорить: почему это Аллах Азза ва Джаль предопределил мне такое? Он забрасывает поклонение, и это катастрофа, протест против предопределения Аллаха. Братья мои, дунья – это место испытаний, и мы обязательно должны быть в ней испытаны. И тот, кто хочет успеха, пусть следует сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Терпение, ихтисаб, довольство волей Аллаха с надеждой на его награду. Довольство тем, что Аллах распределил для нас. И ожидание награды, которую мы получим, если проявим терпение. О Аллах, сделай нас из числа тех, кто проявляет терпение, когда его постигает испытание и несчастье.
и из числа благодарных во время радости и счастья. О Аллах, мы просим Тебя не посылать нам испытания, которые отдалит нас от Тебя или будет отвлекать нас от нашего служения Тебе. О Аллах, мы просим Тебя по Твоей милости. О Аллах, одари нас своей щедростью и милосердием. О Аллах, не предоставляй нас самим себе ни на мгновение. О Аллах, Господь наш и Господин наш, избавь нас от несчастий. О Аллах, избавь нас от несчастий и сделай нас из числа Твоих счастливых рабов. О Аллах, если Ты хочешь испытать нас, то укрепи нас на этом испытании и увеличь за счет его нашу награду и возвысь перед собой. О Аллах, Господь наш и Покровитель, увеличь нам благо и не уменьшай, даруй нам и не лишай нас, направь нас на прямой путь и не сбивай нас с него, выдвини нас вперед и не отодвигай назад, дай нам пользу и сделай так, чтобы другие получили пользу от нас, и сделай нас из числа Твоих праведных рабов. О Аллах, благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада. الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تقرقتم لرسول الله شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية
أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم من کی مردم بعدی مردن سوختن و اف اف مکن جان بعدی مردن وقتی خود بر دیدنم مصروف مکن من کی مردم بعدی مردن سوختن و اف مکنی بعدی مردن وقتی خود بر دیدنم مصروف مکن دشمنی من مرد باش دشمنی من مرد باشه یک لحظه با من مردی کنی چون زلیخا تومتی ناحق بر یوسف مکن
Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллах. Вон про того я говорил, Малик. Баяйла зовут, маша Аллах. Все намазы в мечети делает, пост держит. Альхамдулиллах, очень такой красавец. Альхамдулиллах, маша Аллах, такаббал Аллаху минху ва минна. Он женатый? Да, недавно женился. Его жена носит хиджаб? Нет. Субханаллах. Хиджаб обязателен для каждой мусульманки. Всевышний Аллах сделал его обязательным. Недостаточно мусульманину совершения намаза или соблюдения поста. Он обязан совершать и намаз, и поститься. Если его жена или одна из его дочерей не одевает хиджаб, он обязан приказать ей одеть хиджаб. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал же: каждый из вас пастух, и каждый несет ответственность за свою паству. Мужчина является ответственным в своей семье и отвечает за нее. И из этой ответственности то, что если жена не одевает хиджаб, муж должен ей приказать одеть. عزیزان، چرا فکر میکنید که خدا صدای شما رو نمیشنوه؟ شنیدید که میگن هیچ برگی بی اذن خدا به زمین نمیفته؟ پس برای چی فکر میکنید اون آدم هایی که شما رو تحقیر کردن و نادیده گرفتنتون و کاری کردن که احساس حقارت کنید و همه جا بعد شما رو گفتن رو خداوند نمیدونه؟ مطمئن باشید که تمام اون دردهایی رو که کشیدید از دید خداوند مهربان پنهان نمونده. خداوند همه بیمهری ها رو نسبت به شما دیده، تمام اشکاتون رو شمرده و دیده و میبینه. شک نکنید که خدای مهربان باعث درخشش شما میشه. تنها شرطش اینه که اجازه ورود خداوند رو به زندگیتون بدید و ایمان داشته باشید که خداوند شاهکار. ندا دارم به صوفیانی گمراه، ندا دارم به صوفیانی گمراه، سبب گشتید امت را گروها، فروخت دین را امروز به دنیا، فروخت دین را امروز به دنیا، فریب خوردید شما دو روز دنیا، به منع ریش و ستر کردن اعلان، نماز و حج و درس تعلیم قرآن. شما ساکت شدید این گونه ظلمت، نکردید یک سخن زید از حکومت. چرا دشمن نخواندید طاغوتین را، دعا برعکس دادید ظالمین را. و تا امروز شما گمراه هستید، که تا امروز شما گمراه هستید، سبب این است به حق تسلیم نیستید. الها ظالمین را خوار گردان، الها ظالمین را خوار گردان، که در عالم شود نور دین. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. مهما توارت فينا الحياة، مهما